Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Мои дорогие зрители, с вами, как всегда, ваша Ольга. Всех вас сердечно благодарю за вашу поддержку, за вашу помощь, за ваши донаты и за то, что выбираете быть со мной. Земной вам поклон! Сегодня у нас будет осыпочка на такую тему. Чему суждено исполниться до конца зимы? Загадайте, пожалуйста, на свои мечты, на свои желания, на то, за что молитесь, на то, за что просите. Давайте узнаем, чему же суждено исполниться и именно до конца зимы. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, мои хорошие, здесь встреча показана. Вы с кем-то очень сильно хотите встретиться, либо какого-то человека ждете, прям чтобы вернулся, чтобы появился, объявился, да. Вот встреча показана. До конца зимы встреча точно состоится. Еще показано, что встреча, мало того, что будет очень теплой и доброй, но вот прям по сердцу вам придется, так еще в этой встрече какой-то букет вам будет подарен. Букет это как предложение. Букет это как даже какое-то объяснение, предложение, приглашение, да, вот прям букет еще получится. Случится то, на что даже не загадывали, о чем даже не мечтали, даже не представляли. Потрясающая встреча, она, во-первых, и по судьбе, и судьбой будет дана, и в самом лучшем виде много радости и счастья вам эта встреча принесет, еще и букет у вас будет. Но вот мне идет, что это не цветы конкретно, а именно какое-то приглашение либо предложение. Вы получите очень большой букет, прям такой грандиозный, с вас ростом. Ну правда, вот не думайте об этом, даже не представляете, что может быть. Встреча точно состоится. Дальше показывают момент лошадь с крыльями. Но это Пегас. Работа, достижения на работе, повышение, карьерный рост и у кого-то еще поиск работы, да, найти работу. Но здесь прям под самый-самый конец зимы это происходит. Что бы это ни было, но тут конь с крыльями, да, настолько все будет шикарно, настолько это будет приятно. Опять же, какой-то элемент неожиданности, потому что крылья показали, да, возможно, вы хотели бы, да, найти хорошую работу, но смотрите, например, какой-то там средний сегмент, да, работодателей, а на вас, например, откликнется какой-нибудь очень крутой, да, крутая компания, либо там топовая компания, и именно вас захотят, причем на хорошую должность, хороший контракт, зарплаты, бенефиты, выплаты, надбавки, прибавки, вы такая прям ахнете. Также, возможно, это касается не конкретно вас, а, например, вашего мужчины, да, там, мужа, либо если муж смотрит, то жены. Да, возможно, ваш партнер ищет работу, никак не может устроиться. Здесь работа такая будет, что просто вот ахните, шикарное, да, шикарное предложение. То же самое, например, если вы хотите карьерно расти и понимаете, что это очень сложно, но очень хочется. Здесь, возможно, как знаете, на несколько голов выше подниметесь, там место освободится, либо какое-нибудь новое направление откроется. И предлагать будут именно вам. То, что окрыляет, то, что кажется чудесным и волшебным. Ну и также, возможно, у вас есть бизнес, который вы начали, либо бизнес, который, ну, допустим, да, худо-бедно, но идет. Не ждете вы тогда каких-то моментов с прибылью связанных, таких, что вот прям крылья дают вашему бизнесу. Вот самый конец зимы, где-то вот последние числа там, да, вот зимы, в этот момент у вас все происходит, да, последние числа февраля получается. Вот и в последний день, да, вот как-то так идет. Уже так махнете, уже разочаруетесь, и тут на тебе, пожалуйста, получите, распишитесь. Дальше еще показано, что какого-то человека откуда-то выбросят. Вот прям, знаете, как ну вот пендаля дадут. Вот как-то так мне идет. Грубо, в общем, грубо. Выбросят грубо этого человека. Человек то ли всех уже выбесил, то ли
уже, знаете, как нет сил прощать, нет сил терпеть, этого человека вышвырнут, просто вот вышвырнут за двери. Окончательно и бесповоротно. Может быть, неадекватного коллегу уволят, либо какого-то неадекватного начальника снимут. А может быть, этот человек вхож в ваш дом, да, вас беспокоит. А может быть, еще кто-то, да, ну вот вижу, что вышвырнут, вот как за дверь жизни вышвырнут, типа пошел вон, больше не появляйся, больше не показывайся. Как освободятся все от этого человека. Этого человека больше никто не увидит. Просто не увидит. Вот как исчезнет, что ли, пропадет. Для вас это очень положительный момент. Не могу сказать, что вы на это загадываете, вы этого прям очень желаете, но вижу, что это какая-то жизненная необходимость, да, потому что человек просто мешает, очень сильно мешает. Дальше, мои хорошие. До конца зимы здесь мужчина женщине предложение делает, я так понимаю, руки и сердце. Он целует ее руку, при этом у него якорь под мышкой. Ну, это явно бросить якорь, пожениться, быть вместе, либо проживать совместно. Да? Может быть, это ваш мужчина, и он, допустим, моряк. Постоянно он в этих своих рейсах находится, либо он там дальнобойщик. Вот. А вы так не хотите. Вы хотите, чтобы ваш любимый мужчина всегда был рядом с вами. Он целует вам руку, он вам что-то предлагает, он с вами соглашается. И якорь говорит о том, что будет стабильность. Также, девушки, женщины, если вы в любовном треугольнике, и мужчина там просто метался, да, он никак не мог определиться, с кем же он хочет быть, то он будет целовать руку именно вам. И именно с вами он бросит якорь. Так показано. Так, вот здесь до конца зимы вы с себя какую-то старую дырявую одежду сбросите. Будете одеваться во что-то новое, такое прям красивое, модное, современное. Ну, дырявая старая одежда – это старые проблемы, это старые невзгоды, беды. Болезни, кстати, тоже могут быть. Вот прям переодеваетесь в нечто красивое, новое. И вот показано, что современное. Ну, а кто-то действительно гардероб обновит, а кто-то от проблем избавится. Да, это тоже очень хороший знак. Явно такая возможность будет, либо такой шанс вам будет доступен. Птица прилетит с добрыми новостями. Вот там, где вы добра не ждете, где вы, наоборот, ждете каких-то провалов, неудач, либо каких-то плохих слов, да, плохих событий. Вот прилетит птица с чем-то очень хорошим. Вот как будто бы сама ситуация разворачивается, из тьмы выходит на свет. То, что вас сейчас печалит, до конца зимы станет для вас большой радостью. Не могу сказать конкретнее, потому что вы все слишком разные. Но вот какое-то такое событие, как нежданно-негаданно, да, нежданно-негаданно ситуация просто вот диаметрально развернется. Дальше. Здесь кто-то заболеет. Показывает человека, который лежит, ему тут помощь оказывает, либо ей помощь оказывает. Но это уже, как знаете, как мертвому припарке мне идет. Именно заболеет, то есть как силы потеряет человек, силы. Об этом речь идет. Не могу сказать, кто это человек, мужчина, женщина, но состояние прям такое уже все шаткое. Человек не встает, может быть, госпитализация произойдет, но это с левой стороны. Возможно, человек очень неприятный, либо этот человек уже настолько прогневал и Бога, и людей, что это вот единственный выход, да. Либо это даже не выход, это расплата, да, за грехи. То есть лишают человека сил, здоровья лишают. Здесь даже какой-то вот как кризис идет, да, вот как в один момент это произойдет. Может быть, даже приступ какой-то случится. Ну, либо какое-то событие, которое вот резкое, динамичное в один момент. Для вас от этой ситуации, ну, я не могу сказать, что прям радость придет, но свобода придет, свобода, ощущение, что вот никто не давит, не доминирует, никто не притесняет, никто не обижает, в конце концов. Вот как-то так идет. Но этот человек явно чем-то с вами связан, и ничего хорошего вы от этого человека не видели, только лишь плохое, мне так кажется. Дальше показаны какие-то качественные перемены в достатке. То есть достатка станет больше, то есть денег станет больше, ресурсов больше, материальных возможностей больше. Вы однозначно себе больше сможете позволить, ну, либо меньше себе будете отказывать. Это еще не изобилие, это еще не пиршество, но тем не менее вижу, что прям
гораздо лучше живете, гораздо больше у вас там на столе, гораздо туже ваш кошелек, да, потому что в нем там лежат купюры, и их много. Как-то проще вам станет, легче, проще. Дальше. Здесь у меня какая-то парочка разбежится. Парочка, мужчина и женщина. Просто, вы знаете, как-то резко разбегутся и общаться они явно не будут. Вот что-то между ними такое, как молния ударит, и они расходятся, разбегаются. Не могу сказать, какое отношение к вам имеют, но для вас это будет большой неожиданностью, но желанным событием. Как-то в один день вот как-то все произойдет. Вот просто то были вместе, там не прилипли друг к другу, а тут раз, и как бы все, и как ничего и не было, да. Может быть, там говорили, что любовь, любовь, мы без друг друга не можем. А потом даже не вспоминая друг о друге, вот как-то резко разойдутся. Но они друг другу были не по судьбе, там либо по страсти сошлись, либо что-то другое свело. Но вот как-то быстро разбегутся, спокойно, вот прям разбегутся и все. Большой лось. Мужчина на лосе сидит. Это хороший знак для мужчин, многообещающий. Здесь мужчины, дорога в жизни открывается. Знаете, вот можно на коне ехать, а можно на лосе. Лось гораздо лучше, чем конь, но мужчину заметят. Не просто заметят, отметят. Мужчины преград в жизни не будет. Ну вот преграды закончатся, либо какое-то непринятие мужчины. Может быть, мужчина как неприкаянный, да, вот столкнулся с тем, что не может себя реализовать. Вот куда ни ткнешься, везде тебе вот как отказ идет. А здесь прям вас все заметят. Всем вы будете интересны, к вам много рук потянется, много внимания будет к вам, очень много. С правой стороны какое-то приобретение идет, что-то вы приобретете, купите, что-то хорошее купите, либо очень выгодно. У вас то ли не получается приобрести, может быть, нет в наличии, да, то, чего вы хотите, либо у вас недостаточно средств для того, чтобы сделать покупку. Но под конец, опять же, зимы у вас вот прям приобретение это идет, вы очень довольны, вы очень рады и прям гордитесь собой. Еще вот показано, что вот выгода какая-то идет. То ли вы очень задешево купите, то ли вы купите, а потом раз там цены вырастут там буквально там через несколько дней, а вы еще вот прям в большом плюсе остаетесь. Может быть, вы даже не одно что-то купите, а несколько. Потом, например, сможете перепродать задорого, еще денег на этом заработать. Кстати, по поводу продаж. Если вы что-то делаете, изготовляете своими руками, например, то здесь у вас продажи пойдут, либо продажи начнутся у кого-то. Вижу, что к вам не очередь, конечно, но прям много людей, которые интересуются, вот прям начинают подходить, покупать, приобретать, денежка пойдет. Вот как-то так показано. Может, вы что-то так к весне будете делать, да, сезонное. И прям люди пойдут, как людская реченька потечет в вашу сторону. Это приятный момент. И не ставьте, пожалуйста, низкие цены, иначе низкие цены людей смогут отпугнуть, да, потому что люди будут, наверное, думать, что у вас некачественно, раз цена такая низкая. Ставьте цены, как вот все другие там продавцы подобных товаров, да, выставляют, и вы такие ставьте, тогда все хорошо будет. Дальше кошка хочет напасть, но не может, боится. Знаете, как и хочется, и колется. Вам удастся от своего недоброжелателя либо врага просто вот, ну вот стеной, такой глухой мертвой стеной отгородиться. То есть вы не будете, я вижу, тут бороться, вы не будете вступать в борьбу, но вы что-то такое придумаете, что станет для вас вот защитной стеной. И эта кошка, как бы она ни пыжилась, ни тужилась, все равно прыгнуть уже не сможет. Здесь для вас успокоение, для этой кошки разочарование. Может быть, она что-то хотела кому-то доказать, там, себе доказать, и теперь все, как бы не может. Вы недоступны для этой кошки. Так еще здесь какая-то магия показана, куриная лапка. Как, знаете, эти пальцы вывернулись. Магия. Возможно, на вас кто-то магичил, либо, может, краденькие какие-то были. Что-то было такое негативное. До конца зимы это от вас отстанет.
избавитесь от магии, от магического влияния. У кого-то, кстати, отыграется, что даже не на вас влияли, но на кого-то из тех, кого вы знаете. Может быть, на кого-то из родственников, либо любимых людей. Просто пальцы выворачиваются в другую сторону у этой куриной лапки. Здесь, я так понимаю, что обратка еще пойдет. Да? Мало того, что магия перестанет работать, так еще и бумеранг запустится, обратка пойдет. Вернется тому, кто делал. Так, а вот здесь показана семечко, которое прорастет. Семечко. Семечко, конечно, такое тугое. Очень долго оно не прорастало. Возможно, вы уже так рукой махнули, уже даже думать об этом перестали. Но семечко начнет прорастать. Для вас это знак надежды, доброй надежды. Вот. Все у вас получится. Что-то прорастет. Как, знаете, идея выгорит. Либо дело, в которое вы вкладывались, выгорит. Хорошее будет, неплохое. Острый момент. Был острый, стал тупой. Затупится момент, да? Может быть, речь идет о каких-то неприятностях, либо даже о боли может речь идти, да, если острая боль. Вот прям затупиться. Это перестанет на вас влиять, либо перестанет доставлять вам дискомфорт. И если у вас с кем-то отношения прям такие, знаете, на ножах, да, постоянно ссоритесь, то все пойдет на спад, да. Ссоры будут прекращаться, какие-то общие темы будут появляться, может быть, даже какое-то общее как сотрудничество между вами пойдет. Уже как-то проще и легче вам будет общаться. И вот этой остроты, вот этих болевых ощущений точно не будет. Так, кто-то у меня в жилье въедет, в новое жилье. Куда-то вы въедете, либо от кого-то переедете. Может быть, даже приобретете. Почему? Да? Кто-то может приобрести. Но по большей части вот именно сам момент переезда показан. Откуда-то выехать, куда-то въехать. Это сердечко прям заходится, радуется. Настолько светлый момент. Вот почему я говорю, что мне кажется, что вы от кого-то съедете. Может быть, вы с кем-то сейчас живете, и это прям не жизнь, а муки. И вы никак вот не можете съехать, либо нет возможности съехать. Вижу, что будете переезжать в новое жилье. Но кто-то действительно приобретет, ну а кто-то, может быть, там, на аренду пойдет. Как-то так мне идет, что вот переезд будет. Переезд, конечно, дело сложное, но вы настолько будете в этих позитивных эмоциях, что вот я переезжаю, я уезжаю, что вы прям все это вынесете вот с улыбкой мне идет, да, вот легко с улыбкой. Так, еще какая-то вещь к вам вернется. Вещь непростая, но вещь как будто бы волшебная, заговоренная мне вообще эта вещь идет. Возможно, эта вещь, она даже не совсем ваша, либо кто-то для вас эту вещь сделал. Может быть, шил, связал, руками своими сделал, да, вот какая-то вещица. Не могу сказать, что это, но знаю, что это защищает, что это помогает. Вот с любовью, понимаете, было сделано с любовью. Эта вещь к вам вернется. Вот с возвращением этой вещи вы прям физически почувствуете, как все меняется. Вы меняетесь, пространство меняется, события начинают обретать более позитивный свет. Вот как-то так мне идет. То ли эта вещь заговорена была, чтобы успех вам приносила, то ли чтобы вас оберегала. У каждого, конечно, по-своему отыграется, но вещь очень классная, и она к вам вернется. Где-то она была в чужих руках, мне показывает, была. А вот здесь мне показано, что вы бояться перестанете. Чего-то, либо кого-то бояться перестанете. Вот как страхи уйдут. Уходят страхи, больше вы не боитесь. Уходят страхи, вы больше не боитесь. Также змею показывают. Но эта змея, она больше как про медицину, да? Медицинские услуги. Возможно, вы нуждаетесь в каких-то медицинских услугах. Это может быть что угодно, там, начиная от не знаю, каких-нибудь уколов, инъекций, заканчивая, не знаю, там, зубы, имплантация. Может быть, какие-то сложные операции, да, вот вы все у меня разные. Вот вопрос решится, и какая-то возможность вам откроется. Даже у кого-то отыграется, что вот последняя, скорее всего, неделя, да, февраля, вы уже что-то начнете делать, либо какие-то консультации получать. Вот как бы вижу, что договоритесь. С правой стороны хороший знак. Вот здесь в венце, видите, красивая женщина стоит. Вот мужчина, его подталкивает, видите, ангел, четко показали. Ангел-хранитель ведет к вам хорошего мужчину. Только я не могу понять, чей. Ваш, либо самого мужчины ангел ведет к вам своего подопечного.
Здесь какая-то необычная встреча состоится, встреча на миллион, либо встреча, которая и вам, и мужчине обещает много счастья, много любви. Как при каких-то странных мистических событиях вы встретитесь, вы познакомитесь, и вместе уже, как, ну, я так понимаю, вместе пойдете, да, рука об руку пойдете. Но тут ангел, ключевую роль играет ангел. Он мужчину подведет. Кстати, у кого-то еще отыграется, что ангел мужчину вернет женщине. Вот хороший такой знак, сильный, жизнеутверждающий. Так, мои милые, на этом у меня все. Всем спасибо. Так, мои хорошие, на этом у меня все. Всем спасибо за внимание. Берегите себя. Всем пока-пока.